На повестке дня 48-й сессии депутатов был рассмотрен ряд вопросов, касающихся бюджета городского округа, реализации вопросов местного значения в части осуществления муниципального земельного контроля на территории Сибая. За период с 1 января 2015 года по 15 сентября 2015 года было проведено 94 выездных проверок соблюдения земельного законодательства. Из них 69 плановых проверок и 25 внеплановых проверок, в том числе по 12 обращениям граждан. По итогам проведенных проверок выявлено 27 нарушений земельного законодательства. Выдано 27 предписаний по устранению правонарушений. Составлены 2 протокола об административных правонарушениях по статье 7.1 КоАП РФ. Далее с докладами перед депутатами и собравшимися выступили ответственные за исполнение вопросов местного значения в части развития физической культуры и массового спорта, формирования здорового образа жизни, организации отдыха и оздоровления, а также хода реализации в городском округе законодательства об обращениях граждан за 9 месяцев 2015 года. За 9 месяцев 2015 года сектором делопроизводства и по работе с обращениями граждан зарегистрировано 2905 обращений, что на 620 обращений меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Наибольшее количество обращений посвящено вопросам предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, оформления земельных участков в собственность, изменения статуса земельных участков. Всего составляет 1449 обращений, что составляет 67% от общего числа. Кроме этого, на 48-м заседании депутатов были назначены публичные слушания по проектам планировок территорий и проектам межевания на 10 ноября в 17:00. Депутаты единогласно проголосовали и за новые тарифы на услугу по вывозу твердых бытовых отходов, оказываемую предприятием «Полигон». В силу они вступят 1 января 2016 года. Многоквартирных домов 165 рублей за кубометр, что составляет 1 рубль 12 копеек за квадратный метр. С учетом тарифа утилизации рост составит 14,3%. Для жителей индивидуальных домов 176 рублей 96 копеек за 1 кубометр, что составит 61 рубль с одного дома владельца. С учетом утилизации рост 13%. Для предприятий и организаций 480 рублей за кубометр. С учетом тарифа на утилизацию 520 рублей 5 копеек за кубометр. Рост 4,60%. Далее перед собравшимися выступил глава города Халид Сулейманов. В своем докладе он отметил и поблагодарил активных участников за хорошую организацию культурного форума. Затронул тему теплоснабжения города. Распоряжение о его подаче было подписано еще 29 сентября. На сегодняшний день практически во всех многоквартирных домах и учреждениях есть отопление. Халид Хамзович призвал руководителей предприятий масштабно коллективами выходить на общегородские субботники, которые проходят каждый четверг. Ближайший состоится 8 октября. Затронул глава города и тему происшествий, которые по злому року случаются сразу же после отлично проведенных больших мероприятий. К слову, кровлю на многоэтажном доме по проспекту Горняков восстановят в кратчайшие сроки, как только республиканский бюджет выделит средства. Наметились подвижки и в деле восстановления филармонии. Сегодня в данном задании включить район 2016 года начало проектирования строительства филармонии с расширением. Поэтому, Ильфат Фазлович, вам надо работать в включении проекта. Ильдар Хмянович по техническим заданиям отработали. Дальше надо работать более настойчиво. И мы должны ускорить вот этот вопрос. Сегодня средства пока предварительно есть, они будут финансироваться. Есть реальная возможность в кратчайшие сроки восстановить филармонию. Непростой во всех отношениях год близится к своему завершению, но следующий, подчеркнул Халид Сулейманов, к сожалению, тоже не станет легким. И то, как мы его проживем, будет зависеть в целом от ситуации в стране. Кроме того, в Сибае пройдет ряд масштабных мероприятий. Спартакиада муниципалитетов, конкурс песни «Ирандык Мондары», выборы в Госдуму и органы местного самоуправления. Свое выступление глава города завершил поздравлением с Днем Республики. Как у человека есть день рождения или такой день, когда отмечается праздник семьи, у нас праздник республики, значит 11-го, но мы проводим 10-го. С этим праздником поздравляю, всем успехов, везения, здоровья всем. Сегодняшняя ситуация по республике у нас стабильная, мы живем дружно и спокойной, такой самодостаточной республики, и желание, чтобы также дальше продолжалось. Всех с праздником. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуллин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.